Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. Он отмечается ежегодно во всем мире и проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Впервые дата отмечалась в 1983 году. Целью мероприятия у нас Всемирного дня прав потребителя является привлечение внимания общественности к проблемам в данной сфере, повышение потребительской грамотности, информирование граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав. По сложившейся традиции каждый год определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей. И этой тематикой в 2022 году является Дня защиты прав потребителей. У нас тема «Справедливые цифровые финансовые услуги». Пандемия COVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых услуг. Поэтому, безусловно, преимущество такого развития является прозрачность и скорость оказания, в том числе и финансовых услуг. Об этом нам сегодня подробно расскажет начальник Роспотребнадзора Лена Ильинична. Добрый день, ребята. Как сказали, меня зовут Лена Ильинична. Я начальник Роспотребнадзора по Намскому району. Наверное, знаете, что существует такое учреждение Роспотребнадзор по республике Саха-Якутия в каждом районе. В нашем районе я начальник. Я хочу у вас посоветоваться, мне по-якутски говорить или на русском языке, как вам удобно информацию получать. Могу и на якутском языке. Информация Хас бидде киһин бир өңөнөн туханар болар дем. Еме өңөнөн туханагы араханы услуганан атилебитин на русском, да? Ага. На русском-то хорошо. Некоторые сахалы билды. Давайте мы и хахалыем будем говорить. Да, вообще каждый человек является потребителем, да, по жизни, поэтому ежегодно справляем День защиты прав потребителей. И, как уже говорили, Анастасия Константиновна, у нас нынче справедливые цифровые финансовые услуги. Вы и как студенты, и как просто жители, да, нашей республики, каждый пользуетесь услугами. Особенно сейчас в связи с коронавирусом у нас все удаленно, и обучение у вас дистанционное идет, и общение у нас такое идет. Поэтому, да, формат дистанционной информации, конечно, очень развита. И через интернет у нас все информации идут через интернет-связи. Роспотребнадзор, ежегодно мы приказ выпускаем, потом информацию даем для населения. Мы отправляли в ваше руководство всю информацию. Там у нас выпущено очень много буклетов. Можете там, наверное, вам передадут, и на сайте можете посмотреть буклеты. Такие вам, я думаю, очень нужные по жизни. И поэтому, я все равно сегодня не могу все охватить. И поэтому здесь, например, буклеты есть электронные способы оплаты. Это оплата, например, электронной, все равно вы пользуетесь электронными способами оплаты. Справедливые цифровые финансовые услуги, потребительский кредит. Вы, некоторые, конечно, сейчас вы молодые, но тем не менее скоро уже семейными станете, и, может, даже и без этого кредиты, наверное, получаете. И чтобы грамотно работать, чтобы не дать себя обмануть, такие информации, пожалуйста, читайте, внедряйтесь, и вы должны быть финансово грамотными. Да? Здесь есть еще у нас буклет о продаже товаров дистанционным способом. Вы, я думаю, вы очень пользуетесь такими услугами именно
продажа товаров дистанционным способом. Потом дистанционная торговля, советы потребителям, тоже есть такой буклет. В общем, вот такие буклеты у нас есть, выпущены. Вам информацию тогда передавали. Вот все эти буклеты, я сегодня не буду говорить о них. Их много, и информации там тоже много. По финансовым у нас, мы здесь сейчас вам покажем, у нас слайды есть. Слайды. Ага, сейчас подключим. Ага, подключим сейчас слайды. Ну, вам, думаю, видно будет, демонстрируем. Сейчас демонстрация начнется, и там информация будет. Я вот подключаемся. Всем видно, да? Видно, да, ребята? Ага. Справедливые цифровые финансовые услуги. Теперь курдук девиз этого года. И мы должны, ну, вот 15 марта, День защиты прав потребителей, вообще очень хорошо развивается, да, вот эта индустрия, и, ну, как прогноз говорят, по банковским цифровым услугам, наверное, в 2024 году уже более 3 миллиардов человек будет пользоваться. Ну, вот то, что цифровой технологии, она нет интернет, нам тут барут тем более это коронавирус и это как бы упрощено, ну, упрощено, да, можете, никуда не выезжаете, домой сидя, вы пользуетесь этими услугами. Это тоже вроде бы очень хорошо и удобно, время не тратите, интернет входите и все свои проблемы можете решать. Ну, это в плане того, что экономия времени, да, и получаете очень много информации, это тоже хорошо. Но при этом могут, конечно, есть вероятность, что могут вас обмануть, и, конечно, мошенники как бы всеми пользуются. Дальше. Так. Бригин Балатон, вот цифровизация общества идет, культура не только оплата услуг и товаров онлайн, но вы, я думаю, молодежь особенно заказываете товары на онлайн-продажу, да, покупаете, далее вот всякие у нас коммунальные услуги, мобильная связь, интернет, все у нас сейчас цифровизация идет, ну и дистанционно все идет. В принципе, должны к этому все приспособиться и грамотно работать. И есть вот у нас, существуют уже способы оплаты разные, да, во-первых, это электронные устройства, но вы банкоматы знаете, посттерминалы есть и платежные терминалы есть. Есть у нас электронные сервисы, интернет-банкинги, платежные сервисы, Яндекс.Деньги, ну и другие, но вот об этом вы тоже знаете, думаю. И вообще электронные способы оплаты осуществляются в национальной платежной системе и регулируются федеральным законом о национальной платежной системе и положениями Центрального банка Российской Федерации. Вот обублять банкоматы, везде они стоят, они тоже разного назначения. Для оплаты через банкомат необходимо открыть банковский счет, получить банковскую карту и знать реквизиты свои для оплаты. В общем, банкомат мир торгов. Это есть банкомат на тут тогда. Далее у нас, конечно, если вы встречаете, ну, какую проблему, да, банкомат, но если у вас, например, деньги не выдает или наоборот какие-нибудь другие проблемы, если будут, да, когда вы деньги хотите получить через банкомат, вы сразу непосредственно должны в каждом терминале, в каждом банкомате есть координаты банка и контактные телефоны. И вот сразу немедленно должны позвонить, информировать, что вы хотели получить услуги, но этого не получилось. И должны информировать сам банк.
Либо совсем, если там сложности пойдут, то пишите заявление в Национальный банк. Все вопросы вообще по финансовым вопросам решает только Национальный банк. Аны типа посттерминал ден бар дети магазиндарга мехаджагат, но это устройство именно банковской карты мы оплачиваем, вы тоже знаете, путем ввода банковской карты, такие терминалы, и пин-код кардюльди. Ну вот когда пин-код оплачиваете, пин-код влаживаете, надо вот сделать так, чтобы люди не видели. Это ваши личные данные, и поэтому надо рукой как-то закрывать и пин-код вводить. Потому что люди, специально мошенники, он эти пин-код он так. Ну, именно ладно, это не очень важно. Ага, опять же, этот терминал, ну, они разные вот терминалы, поэтому некоторые только дают денежные средства, некоторые только взимают, они разного назначения, поэтому ничего кроме поехать не надо, ну, пользоваться, да. Если вот у вас то если вы вносите, например, да, деньги, он или тибет, или, ну, или, то есть, или наоборот, деньги хотите получить, а деньги она не дает, например, да, карту или наоборот не дает, или что-то такое случилось, вы этот пин-код пишете, то есть звоните в этот банк номер, где вот терминал, им звоните, если там еще проблемы, нужно желательно написать претензию. Письменной, это жалоба, претензия, он обязательно барытын номер терминала, терминал, номер терминала пишите, дату пишите, когда у вас эти проблемы, время, можно даже и написать, точный адрес, где расположен этот терминал, он iki экземпляра урок. Передаете платежному агенту, либо поставщику либо эти терминал бангариен, манекадреска, турар терминал, кто там хозяин, кому вам писать претензию. Он заказной уведомлением или но если заказное письмо, то с уведомлением. Он письменный налоговая служба берет. По городу Якутску. Нам кинемете по городу Якутску номер 5 налоговая служба Кирилл. И он на берет, и они должны вам решать данный вопрос. Он им бир экземпляр Ну, потому что, ребята, могут быть разные случаи по жизни. Можете столкнетесь с таким случаем, да? И некогда эти терминал хана барын бартын билягат, данайым бартын суягат, претензия гурягат, он на налоговый гаджамбирагат. Один экземпляр им оставляете, один экземпляр желательно. Берет волохотна, входящие что они от вас в эту дату входящим каким-то номером получили от вас претензию. Он интернет-банкинг, мы тоже через сеть интернет, у нас оплата ЖКХ, жилищно-коммунальные услуги, можно оплатить интернет-магазины, наверное, вы оплачиваете, да, услуги связи, кредит, штрафы, налоги, то бархун легко, в принципе. Так, интернет-банкинга была по телефону горячей линии поддержки клиента, через интернет-банк на сайте банка, в том числе через мобильный интернет, через мобильные приложения Киряхагэп, доступа, через эти услуги можно Киряхагэп. Эти интернет-банкинг, банковский счет надо, мехпалаткиное устройство. Это надо, конечно, интернет, компьютер, планшетный кирату, сотовый кирату, сотовый телефонный кирату для получения самосообщения. Он на доступ в сети интернет обязательно, конечно, в арболухтах, регистрация в интернет-банке, логин, пароль. Он на регистрируется на сайт платежный сервис Канада, он создает виртуальный счет.
Но, в общем, то, что вот необходимо, эти волны денег банковского счета наголоваться, но они не считаются, не являются банковскими счетами, но можно пользоваться вообще вот такими интернет-банкингами. Он на том рискарлах, конечно, эти интернет-банкинги просто услуга барным бар, но она может быть, конечно, взломана, средства возмещает. Если джанана банка умсят, система на парольна не они могут взломать, да, например, интернет-банкинг. Почему вы обращаетесь в банк, сам банк умсят. Вот если у вас ваш пароль доступа украден, а клиент не предупредил об этом банк, тогда вы обращаетесь МВД через МВД, полиция говорит, все. Так. Оплата услуг в связи с использованием сети интернет. Это интернет, нам беги телефон, это телерадиовещание, телематические услуги связи интернет, бар. Это мы знаем, мы в основном телефоны оплачиваем, где? Он ага, Wi-Fi, наверное. Так, дальше. Вот он имеет в виду, если у вас проблемы там начнутся, да, если сотовый ну, какие-то проблемы тоже могут возникнуть, или и подхватим киренгора, поехала, значит, на оператора должны выходить, он на, ну, там тоже, опять же, информацию вводите, что у вас оплата не прошла, можете, опять же, письменное заявление написать. Оплата онлайн. Онлайн была она. Вот онлайн-то любит тебе. Ой. Извините, ребята. Ага, когда ничего. Вообще, ну, современная молодежь пользуется, очень активно пользуется, да, интернет-оплатой. Но сейчас вот пока слушаете, и потом вопрос какие могли у вас хлорба оплата онлайн, то через официальный сайт пропуск банковской транзакции на приводе потребителям номера банковской карты. Он эти код тахбаларди банковской карты открыли. Он туган киллердахана бидда палата гаражи, код кутын киллердахатна. Оплата с использованием мобильного банка. Эти приложения ларынан баралар, да, смартфонлар кайген. Еще альтернативные была на скидка услуг связи с вводом бонусных программ Индиан баллар, это Сбербанк, спасибо, Индиан баллар, где всякие вот дополнительные услуги. Ага, кэшбэки, оплата электронных кошельков, Яндекс деньги, там много кошельков, вы, может быть, пользуетесь ими. Он имеет бартон, шудик билен көрен веритен барангат тут надо. Только то дистанционный день, эти не было на. Ага, он надо бригин дистанционно, дети коронавируса, бартон у нас дистанционно идет, в основном нам то не те суши, ларыха кажется, пиццу заказываете, да, дистанционно, то любите, только на купли-продажи это уже называется, где, он на только тоже доступ к ним, это понятно, четко, ясно было так. Если вас обманут, но чтобы информация у вас была доступная. Кому вы оплачиваете, какому предприятию оплачиваете, если в случае чего-то, что вы с ними, ну, потом смогли с ним доказать, что вы ну, действительно им оплачивали за услуги, что у вас, например, качество не понравится, да, например, он на основной закон был на торговле, конечно, закон защиты прав потребителей Денбар, это защищает ваши права,
И постановление правительства 2463 день был от 2020 года. Именно по постановлению у нас закон Гибрабкатан Комиссар в плане дистанционной торговли. Потому что эти дистанционные торговли блин на сайднаде. Она вот эти, как всегда, хоть, ну как, если вот у нас мы вступаем в отношения продажи, конечно, это покупатель и продавец стен, имеет понятие ларбаллар, она приводит определение покупатель. Покупатель, это понятно, что вы гражданин, имеющий намерение заказать товары исключительно личных, семейных, домашних целей Баллани. Он там продавец Баллана именно этой организации, независимо от правовой формы, услуг. Он именно те продажу товаров дистанционным способом. Ну, холобор продавец, где статья бар 26.1 закона защиты прав потребителей, договор договор бар был так, если вы хотите, ну, грамотно работать, да, он до заключения договоров, если вот вы хотите договор заключить, ну, например, доставка, хотя вы сейчас договора же не заключаете, да, но может быть, в данное время вы студенты, а потом уже кто-то предпринимательством будет заниматься, да, кто-то так, в общем, потребителю вообще момент доставки товара должен быть платежная форма информации о товаре. То есть вы должны быть информированы. Если что-то заказываете, тем более продукты. Почему информация хабар было так? Продукты срока, ну, например, может, молочные продукты закажете, да? А молочные продукты, например, местное производство имеет срок у нас 7 дней. Это книги уже срока тахар. И вы должны быть информированы. Дата выработки, какого числа эта продукция сделана, уже срок был уже просроченный, и и вы должны знать, что за продукт заказываете. Они, вернее, вам информацию должны подавать о именно товар. Если вы спрашиваете, они четко, ясно вам должны информацию дать. Информация, в общем, о порядке, вообще о качестве продукта, что вы, о порядке оплаты, какие у них там, может быть, у них какие-то другие требования есть, и сроков возврата товара. Вы товар покупаете через интернет-связь, да, там должны быть информации, услуги, что в какой срок вы имеете право возвращать этот товар. Например, там заказ и там, конечно, услуга информация барболухтах. И вы должны требовать у них. Если вот что-то не так, в какой срок я могу возвратить данный товар? Потребитель вправе отказаться от любое время до его передачи, а после передачи товара в течение 7 дней. Если вот, например, ну, вещь закажете, да, например, джинсы закажете, а он да, размер меньше, больше баланхалага, значит, вы обратно возвращаете этот товар. Но желательно отказаться от товара в любое время до его передачи. Некоторые интернет-услуги, вот эти магазины, вы меряете, и он не подходит, сразу возвращаете. А некоторые, конечно, такой возможности нету, поэтому если товар не подходит, значит, вы в течение 7 дней должны возврат сделать. В случае, если информация о порядке срока возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара. Информация о порядке срока возврата, если они вам такую информацию не дают,
тогда в течение 3 месяцев можете возврат сделать. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранили его товарный вид. Ну, например, джинсы надлежащего качества, они нормальные, они просто по размеру не подошли, да, и вы им должны возвращать товар, ну, товарный, который сохранен, ну, именно возвращаете сохранности товарного вида. Как вы купили, так и возвращаете, да, такой же товар. Потребительские свойства должны сохраняться. А также документ платежный факт и условия покупки указанного товара. Ну, чек-так, у них же эти есть, как его, ну, не наклейки, товар, ну, подтверждающий качество, размеры, состав материала. Коллаборировал информация, это, то, что они вам информацию дали, все это в наличии должно быть. Вы ничего не должны терять. И возвращаете в таком же, как, он уже товары было хотеть, только он, например, он не подошел по размеру у вас. Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего, имеющего индивидуально определенные свойства, если указанный товар может быть исключительно приобретающим его потребителем. Ну, никто не имеет указ пар, если вы конкретно, индивидуально что-то вот такие определенными качествами товар заказывали, они могут отказать, ну, они могут не возвращать такой товар, потому что это был заказан индивидуально только для вас. И они уже не могут дальше кому-то, ну, как бы данный товар предлагать владе. При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. То не позднее, чем через 10 дней со дня предъявления потребителям соответствующего товара. Вот он күнтен в принципе, только он надо день, денежную сумму, это уже понятно, да? Ага. Ну, расход за доставку. Расход. Только расход там за доставку кинь. В принципе, интернет-кабель например, вот футболка, например, он, ну, как бы я поняла, этот товар, ну, как сказать, именно, ну, что здесь все доказано, что он соответствует именно по параметру, да, размеру, описание товара, товар, ну, начиная от цены, артикул, там, цвет, все, в принципе, буквально информация нормальная есть. Бумага, информация лаховых, чтобы вы были информированы. Вот эти положения, закон Бар-9, федеральный закон, защита прав потребителей, существует статьяларынан именно те ненадлежащего качества дистанционным способом, если вы хотите вернуть, он эти балаганилары баллабден, он на то, но если дальше, если там ничего не получается у вас, вы можете обращаться нам в Роспотребнадзор. Ну, товар покупаете, никак не можете там возврат сделать, да, что-то у вас не получается, тогда, но вы должны тоже сами информацию хорошо подать. Например, если жалобу даете, то с какого сайта, кому заказывали, когда вещь пришла, надлежащего качества, ненадлежащего качества. Желательно, то барданаем бартын сурьян, чем вы недовольны, не бартане присылать данную информацию. Так, ребята, вам всем видно, да? Стять коротко. Понятно, да? Да. Хорошо. Вот эти сайттарын, каждый, ну, если предприятие занимается вот дистанционной торговлей, сайттар дахтарди, от сайттары была только, как сказать, информация хорошо должна быть доведенная, доставленный товар потребителю по указанному. Вы, если заказываете, вы тоже со своей стороны четко, ясно, важная информация о и адрес, и контактные телефоны,
И в свою очередь вы должны у них тоже информацию получить. Что за сайт? Во-первых, эти купля-продажа сайта надо. Отзывы надо смотреть хорошо. Действительно же этот сайт работает, не работает. Почему отзыв, что они, если хорошо работают, да, хорошие отзывы бывают, да. Он на сайт Тарантов-бар, ну, информацию надо получать. Там должны и телефоны быть, и все контакты, информации, бар молохтах. Ол оно изучает дан барангат, где заказ надо. Ну, наоборот, просто вот не очень-то такие знакомые, незнакомые, вернее, сайты, киремене заказ там надо. Они могут быть мошенники, могут вас обмануть, и потом не возможете даже товар возвратить. Поэтому очень осторожно надо. Дальше. Обмен и возврат. Ну, вот в течение 7 дней обмена возвратом и информация о порядке срока товара не была в письменной форме в момент доставки товара. Покупатель вправе от товара в течение 3 лет. Я до этого уже говорила, что каждый продавец вам должны информацию, очень достоверную информацию передать. В течение какого времени срок возврата им должны они уточнить вам. А если этого нету, вы можете в течение 3 месяцев с момента передачи товара им возвратить. Возврат товара надлежит, возможно, в случае, если сохранить его товарный вид, и тем повторяется то, что вот я говорила. Сумму говорит же, да, уплачиваемый покупателем в соответствии с договором за исключением расходов продавца на доставку от покупателя. Были доставка хачатного баттардины. Потом отношения и дистанционным способом продажи товаров с использованием автоматов, договора купли-продажи, заключенных на торгах, продажа товаров через социальные сети, в том числе Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники. Ну, это вообще, когда отношения дистанционным способом, все хорошо надо изучать. Правила продажи товаров дистанционным способом регулируют отношения между покупателем, физическим лицом и продавцом, предпринимателем при продаже товаров дистанционным способом и оказании в связи с такой продажей услуг. Именно те услуги, конкретно те переходы в сайт, а подозрительными, какими-то сомнительными вообще не надо, желательно лучше не надо с ними контактировать. Вот он эти нахальба мошенник пар был один, это вид, и полиция всегда тоже говорит, анализ сделали, да, в основном больше процент именно от мошенников страдает у нас 59% людей в возрасте от 30 до 49 лет. Ну, 18% у нас от 18 до 29 лет, и 50 бегент и, конечно, ну, возрастные люди меньше чего заказывают дистанционным способом. Основной молодежь заказывает, да. Он в основном эти преступления с 10 утра до 6 вечера, оказывается. Ну, в этом промежутке мошенники действуют. При этом в основном, оказывается, нас женщин обманывают 60%. Так что, пожалуйста, девочки, будьте внимательны. Статистика преступлений, эти количество в 2020 году 1500 человек обманули, да, а вот видите, уже через год, в 2021 году, это у нас уже 2500 человек обманули. Почти у нас с годом где-то, это сколько там получается, на 1000 человек больше обманули. Да? И сумма ущерба очень большая. На 100 миллионов, да, миллиардов и миллионов. На 100 миллионов в 2020 году обманули людей, а в 2021 году 250 миллионов сумма обманула. Мошенничество на гальбете
Ну, в связи с ковидом, наверное, да? Через Ну, год вот было, такое возрастание, все стали Люди дома дистанционно сидят, люди заказывать. все заказывают дистанционно, а этим пользуются. Уровень негативности. Ола известный сайттардан, чудик он уверен, им баранат билде, доказывайте. И потом доказывать очень сложно, обратно деньги получить. Он хамите, доктор Баллар, распространенная схема мошенничества. Же сотрудники банка, ну люди вот, может, сталкивались с такими, обычно звонят и говорят, Демин Хавникаря, ну, да, какой-то банк вас беспокоит, ну, они используют вот именно, в Якутии тоже очень много это распространено, аферисты, представляющие банковскими работниками. Они объясняют, что собеседник вызывает у них доверие, но они начинают с вами разговаривать, и они же психологи не сразу чувствуют. Если вы как-то уже им доверяете, они уже начинают свое действие, они начинают вас обманывать. Помните, что сотрудники банков никогда не сообщают по телефону об утечке ваших персональных. Вообще персональные данные – это защищенные данные. Есть федеральный закон, защита прав именно персональных данных. Персональные данные – кроме родной матери девятки. И то, поэтому хоть друзья, хоть кто, вы персональные данные, паспорта, свои ИНН, вообще никому не должны говорить. Тем более эти карты, кодтарын, парольларын вообще никому. Это вообще строгий запрет. И банковские никогда они коды безопасности у вас с обратной стороны карты, никогда они не спрашивают. Вот люди, я не могу тоже понять, почему им доверяют, и люди, абсолютно банковские работники никогда не спрашивают. Коды из СМС или номер банковской карты тоже они не спрашивают. Вы никогда не должны им говорить. Это только мошенники спрашивают. Никогда не оформляйте кредит по указанию третьих лиц. Ну, мало ли, могут быть в жизни... Есть такие случаи, люди обманываются, поэтому люди пишут, да. И не переводите деньги на различные защищенные счета, какие бы доводы вам не приводили. Ну, все говорят, все очень хорошо, да, лапшу вешают, короче. И информация на Кырджиллер, что люди как-то вот даже сами не всегда так говорят. Даже BMW Хахалом, что данные передал. Вот они очень хорошо умеют вот это делать. Поэтому ни в коем случае, ребята, вообще эти данные, персональные данные, и никому как бы не верьте. Тут подложные объявления, где на купле-продаже мошенники интернет-катагараллар, и вот под эти подложные объявления, эти сайты всякие, безопасная сделка, это, конечно, обманларай. Недостаточно данных у них, сомнительные ссылки, вот у некоторых головки не надо. Псевдопрофессионалы финансово активно рекламируют, зарабатывать быстрые деньги, объявления не. Конечно же, все же хотят быстро, хорошо заработать. Ага. Он навалал эти пирамиды, всякие вот такие сомнительные тоже брокерские всякие биржи. Быстрых денег никогда не бывает. Это только мошенники. Она же сотрудники сотовых операторов. Ну, в Якутии тоже так очень распространенная. И вам, наверное, тоже телефон было. Через телефон вам, наверное, мошенники звонили, продиктовать смс-ку, что-то вот такое данные, да. И поэтому это все мошенники. Так что через телефон тоже никакие данные не должны давать. Подмена номера входящего звонка. С помощью подмены номера совершается официальных банков. Ну, как будто они, правда, звонят, не звонят. Ну, ага, как будто МТС, Тенерьер Курдуктар, Мегафон, Тенерьер Курдуктар. Но если, тем более, они банк, еще раз повторяем, никогда у вас ваши персональные данные не спрашивают. Если они начинают вот что-то такое, это уже мошенники. Даже телефон, вот ни про кого. Можем спросить про родственников что-то. Ну, как обезопасить себя от мошенников?
Ну, во-первых, конечно, звонки от со скрытых, эти неизвестный номер, можно установить на телефон приложение, которое ищет владельца номера в интернете, нежелательные номера в черный список заносите, блокируйте, ну, непонятные звонки, когда лучше не берите, даже если взяли, сразу блокируйте. Он на подозрительный телефон. Вот есть такие случаи, люди все равно перезванивают, что вы хотели, вообще не спрашивайте ничего. Вас все равно найдут свои люди, да, а вот они вот это мошенники, поэтому ни в коем случае с ними не надо в контакт входить и стать жертвой, их жертвой. Антон, эти сообщения из банка, ну да, как будто реальный банк информацию дают, да. Если вот у вас какие-то подозрения, лучше звоните Тохаварде, действительные номера банков. И туда можно позвонить, уточниться. Если что-то платили тоже на малоизвестных сайтах, сайтеры очень хорошо изучите. Никогда не торопитесь насчет оплаты. Никогда, всегда успеете. Например, пишут, да, продается какой-то товар, срочно до завтра скидка, и все. Ну, 9 курдов. И вот они сайт какие-то вот, да, ну, хорошие товары продают, все уже до завтра все заканчивается, вы заказываете, деньги у вас берут, и они закрываются. Все, потом вы нигде ничего не найдете. Ольга, никогда они не торопятся, никогда они срочно, никогда, ну, нормальные банки, нормальные продавцы никогда не торопятся, никогда срочно этого продажу не делают. Ольга, вот такие это уже сомнительные. Потом, вот как обезопасить себя от мошенников? Не принимайте звонки со скрытых неизвестных номеров, не перезванивайте по подозрительным номерам, не сообщайте никому данные своей карты, коды из СМС, это уже запрет строгий, вообще молчите. Если вам с просьбами и с помощью телефонных звонки будут, сбросьте звонок и перезвоните жертве. Но вообще не надо никому не обзванивать. Внимательно читайте сообщения из банка. Мошенники используют наименования, похожие на реальные названия банка. Допускают ошибки в тексте. Иногда даже неграмотно пишут они. Не указывайте настоящий номер телефона и не расплачивайтесь основной картой на малоизвестных сайтах. Эти сайты, если они малоизученные, вы карты свои не оплачивайте. Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах. Не паникуйте, если вам пишут о блокировке счета. Лучше позвоните в банк по номеру, указанному на официальных сайтах или на карте. Никогда не оформляйте кредит по указанию третьих лиц. Не переводите деньги на различные защищенные счета, какие бы доводы вам не приводили. Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов брокерских организаций. Эти пирамидалар, Мануктар, вас очень, они хорошо, конечно, завуалированы, очень хорошую информацию дают, что вы столько процентов возьмете, столько этих возьмете. Это не гальбет для рога, и вот это уже опасно. Так, вопрос у студентки, да, что делать, если оплатили за товар, но на сайте не отображается то, что совершили заказ, но при этом деньги сняли? Ну, вот видите, это уже мошенники, потому что, как это вы, товар, так, если оплатили товар, на сайте не отображается, что совершили, и они вам никак не отвечают, да, но при этом деньги сняли. О том, как они сняли, как вы им оплачивали, у вас есть вот такие данные, сможете, да, что вы действительно... Этот сайт сейчас работает или не работает, вот это надо узнать. Какой сайт? Официальное приложение магазина. Здесь, ну, это уже мошенники, потому что они хоть какой... Ну, вы можете обратиться в полицию. Если, я вот думаю, это уже подозрение, это уже мошенники. Поэтому никаких, ну, если есть у вас доказательства, что вы оплатили,
где-то на сотовом телефоне, если у вас есть данные, да, что вы оплатили, тогда вот это как-нибудь, или он уже не где-то уже не виден. А может, Поэтому можно... некоторые потому что она заказала там? Да, может быть, через такие каналы, может. Поэтому мой совет лучше сейчас можно обратиться в полицию. Они, мошенник Таргина Джаха, сейчас уже они как бы приноровились, таких случаев много, они тоже работают. В первую очередь полиция работает. А то через налоговые эти терминалы идти, то есть налоговые жалобы. А полиция именно то, что вас на сайтах обманывают или что-то где-то, что-то не так, лучше в полицию обратиться. Если у вас список проверенных сайтов, где можно без боязни, нет, к сожалению, таких сайтов нету. Проверенных списков, но мы Надо можем, читать отзывы, отзывы лучше читать, потому что они очень меняются же, их очень много, во-первых, потом только вот на сайте, проверить их надо хорошо, только проверить надо, еще у них отзывы хорошо смотреть, потом реальное существование компании, государственный реестр Денбар, кстати, сайт торга. Вот эти государственные реестры можете посмотреть. Потом лицензия на наличие лицензии можете посмотреть. И именно лицензия на осуществление деятельности. Вот эта компания можете информацию получить. Но когда вот сайт изучаете, сперва сайт изучите хорошо. Что за компания, сколько долго работает, какие отзывы, есть ли лицензии, есть ли в государственном реестре, он на официальный сайтах того. Они, некоторые же не имеют официальные сайты, это уже что-то подозрение идет. Поэтому по годах уже это мошенничество. Поэтому еще вопросы есть? Так, вот закон защиты прав потребителей, закон, который защищает ваши права. Потом перед тем, где в каждом районе есть отдел защиты прав потребителей. То есть Роспотребнадзор, это Роспотребнадзор, в каждом районе есть специалисты, мы тоже как бы занимаемся защитой прав потребителей. А в городе есть управление есть отдел, который конкретно занимается именно защитой прав потребителей. У нас есть телефоны, можем вам эти телефоны... Давайте запишем в чате номера телефона. Ага. Так, подожди, где ты телефон записывала? Здесь, Если будут вопросы, можете позвонить, ребята, или написать. Позвонить. Это не только как бы цифровые финансовые услуги, да. Есть у нас по защите прав потребителей очень много услуг. Торговля, это не только дистанционная оплата. Вы каждый день встречаетесь, пользуетесь услугами. Это не только дистанционное, конечно, это просто мы сегодня рассказываем вам именно финансовые, цифровые, это которые через интернет-оплаты, интернет-натурно. Действительно, по жизни вы пользуетесь услугами везде же. Не только магазины, бани, коммунальные услуги. Если они у вас деньги взимают, это значит предоставление услуг. А каждая услуга должна предоставляться качественно. И вы, молодые люди, должны требовать, чтобы к вам относились, конечно, очень уважительно. И ваши права, чтобы были защищенными. И вы можете... Роспотребнадзор, хоть где обратиться, хоть в каком районе, а в городе эти телефоны идут. А в Нанцах 43025 рабочий телефон. 43025. Хоть когда можете позвонить в Хамид-Бар. Вопрос, Роспотребнадзор. Как вам так написать? Роспотребнадзор. Только
Ну, покупаете продукты, можем некачественные продукты вам продать. Ну, всякие же услуги предоставляют, да. Ольга, можете на нас приходить, позвонить, консультацию получить. Может, кто-то даже после училища вдруг захочет по нашему направлению учиться, мало ли. Поэтому можете к нам подойти, посоветоваться, потому что, в принципе, мы обучаемся, санитарные врачи, могут у нас работать юристы, даже по линии торговли, они по защите прав потребителей работают тоже. Поэтому служба интересная, занимается всеми вопросами от рождения ребенка до этими всеми вопросами. И защитой прав потребителей. Думаю, информация, ну, мы еще, вот я уже повторяюсь, Буклетарины Пупыт, Лена Вячеславовна, наверное, они вам, вернее, передадут, потому что по жизни, ведь это надо было, вы молодые люди, потом у вас семьи будут, у вас кредиты будут, он мне кредиты, чтобы грамотный подход был, чтобы вас не обманывали, чтобы, ну, главное, чтобы вас не обманывали, чтобы вы не встречались в пути мошенниками. Закон Янбар и закон Накагегуфтахтар. Закон Кегерволахтарна, но есть кодекс об административных правонарушениях, он штрафанавлар, эведер уголовный кодекс тен полиционный данный, он был бегида материалами верят полиция, уголовный кодекс на эффективности керенде. Еще есть вопросы, да? Всем все понятно, да? Вот номера в чате написали. Если что, можете позвонить, узнать, пора консультироваться. Ну все, ребята, спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Спасибо, ребята. До свидания. Ну, что это такое?